принято экстренное решение, что нужно сделать ремонт после того, как в результате 4-летних переговоров, согласований, уточнений планов, смет нам сказали, что ремонта не будет. Это не от нас зависело, да, и экстренно в середине года, не запланировано, было принято решение сделать ремонт для того, чтобы хоть как-то улучшить условия, так как нам уже нечего ждать от иностранных инвесторов. Администрация нашла возможность выделить энную сумму денег, минимальную, мизерную, потому что не было это в плане. Коллектив изъявил желание, не изъявил желание, просто другого выхода не было. Та сумма скудная, которая была выделена на шпаклевку, на краску, на водоэмульсионку, на клей, она была настолько мизерная, что на ремонт, на рабочих не хватило. И мы очень попросили коллектив сделать ремонт своими силами. Они остаются в рабочее время, когда не свободное время, они остаются после дежурства. Это без дополнительной оплаты. Это на ту зарплату, которую они получают обычно, не делая ремонт. Они согласились сделать ремонт так, как мы можем, и то, что мы можем сделать. Вот это вот полотно сделано средствами выделенными администрацией больницы и руками медицинского персонала, не профессионалами. Как получилось, так получилось. Убрали сколы, убрали трещины, заделали как смогли. Нет плесени, нет сыпящейся штукатурки. То есть комфортно будет здесь находиться детям. Это конечно, не тот евроремонт, на который мы рассчитывали, который нам обещали с заменой системы водоснабжения и канализации, но хоть как-то улучшили условия. Нам самим было неприятно принимать больных в таких условиях, которые были. Но мы терпеливо ждали, когда же подойдет наша очередь нам сделать ремонт. Ремонт осуществляется благодаря инициативе заведующего отделения Братуновой Евгении Владимировны, также благодаря коллективу, который поддержал ее инициативу и своими силами осуществляет свой ремонт. Администрация им немножко помогла в плане финансирования. Купили краску необходимую, то, что они запросили, известь, и там по мелочи, что им нужно.